Ага. Итак, дорогие друзья, после рекламной паузы мы вновь возвращаемся в Центр спортивной подготовки «Триумф», где идет третий соревновательный день чемпионата России по боксу среди мужчин. Продолжается праздник бокса в столице нашей республики. Радует, что побеждают и наши боксеры. Ну а сейчас мы обратим внимание на ринг А, где поединок ведут Иван Блында, представитель Московской области, и мастер спорта международного класса Бахтавар Назиров, представитель Ханты-Мансийского автономного округа. Это у нас уже третий раунд, заключительный. Это боксеры весовой категории до 56 килограмм. Ну, как сказали, вот красный угол мастер спорта Блында, а синий Бахтавар Назиров международного класса мастер спорта. Вот, третий раунд. Первый раунд не показывали, так что в третьем раунде поддавливает мастер спорта международного класса. Он за ним вот гоняется вдоль ринга, прижимает, хочет его прижать канатом. Ну, углы отрезает, как говорят, то чтобы двигался он не по центру, а где-то возле канатов, чтобы находился. Да, в синей форме один из лидеров этой весовой категории Бахтавар Назиров, как мы уже сказали, мастер спорта международного класса. Ему 24 года, он является двукратным чемпионом России и победителем европейских игр в Баку. Баку нынче, да? Серьезный очень. Боксер. Сильный боксер вообще-то в Ханты-Мансийской автономной области. Уже несколько лет они начали проводить там кубок мира среди нефтяных стран, потому что там нефтяные страны богатые, и кубок там призы хорошие. И, ну, это тоже дополнительные соревнования. Наш Балашин Георгий несколько раз выигрывал эти соревнования. Вот. И он даже в одно время числился в Ханты-Мансийске. Выступал параллельным зачетом за Якутию и за Ханты-Мансийский автономный округ. Там работает главным тренером этого округа Василий Вольф, который приезжал в 2007 году. У него очень хорошие, сильные боксеры. Макаренко, Малетин, заслуженные мастера спорта, двукратный чемпион мира Макаренко и призер Олимпийских игр, чемпион мира Александр Малетин. Ну вот, предшественник этих боксеров, мастер международного класса Бахтавар Назиров, набирает очень много. Так, ну, бой выигрывает. Первые два раунда, конечно, мы смотрели, но этот он завершение поединка, он наращивает свое преимущество. Последние секунды этого боя. Повторяю, весовая категория 56 килограмм. Все. Конец поединка. И в скором времени мы узнаем победителя этого поединка. Ну что ж, спортсмены приглашаются к центру ринга. Ринг А. В этом бою победу одержал боксер синего угла Бахтавар Назиров. Победителем объявляется Бахтавар Назиров, представитель Ханты-Мансийского автономного округа, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России, выходит в четвертьфинал нашего чемпионата. Мы видим повторы заключительного раунда этого поединка. 10-й бой. Очень, конечно, мастеровитый спортсмен из Ханты-Мансийска, очень знаменитый, один из, безусловно, лидеров этой весовой категории.
Еще раз хотелось бы отметить для наших телезрителей, которые, возможно, только что присоединились к нам. Мы ведем прямую трансляцию третьего дня чемпионата России по боксу. И мы наблюдаем за представлением следующей пары. У нас сейчас на ринге Дамир Хикматуллин, представитель Тюменской области, он в красной форме, и его соперник в синем углу ринга Василий Веткин из Самарской области. Первый раунд. Хикматуллин Дамир является мастером спорта, спортсмен 95-го года рождения. Победитель чемпионата России среди студентов 17 и 18 годов. Является он также призером чемпионата мира среди студентов также 18 года. Его соперник Василий Веткин в синей форме является мастером спорта международного класса. Ему 25 лет. Представляет он Самарскую область. Является чемпионом России 2013 и 2015 годов. Но ожидается очень хорошая, интересная встреча. Оба боксера достойны друг друга. Вот. Один мастер, второй мастер международник, да? Да, все верно. Ну и видим. Вот, ну, оба боксера хорошо подготовлены в техническом плане. Дамир Хикматуллин собирается, да, вот контролировать дистанцию, Да, он удобную для себя. хорошо держит дистанцию, но подбирается к нему боксер, мастер спорта международного класса. Он готовит, выдергивает и сейчас наносит решающий удар. Вот видите, как готовит, долго готовить надо. Вот, а этот успел ему ответить, вот, или встретить, опередить, то есть. Да, на опережение, прямой удар прошел. Прямым ударом, да. Ну, говорю, то оба очень хорошо технически и тактически подготовлены спортсмены. Серия в исполнении Веткина. По корпусу работает Хикматуллин. Вот прямой опасный. Чуть ли не угодил в подбородок. Или по касательной там удар прошел. Да, ну так, ага, ну, удары могут чуть-чуть сколько пойти. Ну, то, что удар — это уязвимое место, боксерам очень, конечно, трудно. Если поэтому защита играет в боксе очень такую главную роль. Пропускать будешь удары, там уже все расшатываться начинает. Ощутимые удары. Вот. Но, безусловно, на одной атаке в боксе успеха не добьешься. Конечно. Ну, очень много способов ведения поединка. Атака, контратака ответная. То есть после защиты, после угла. Или встречная есть. В разрез там навстречу атакуют. Ну и, собственно, атака. Прямой вновь проходит. Хорошо ударил Матуллин. Мы видим секунданта. Это угол Василия Веткина, представителя Самарской области. Показывают синий угол. А красный угол — это Хикматуллин. Ему секундирует один из основных тренеров сборной команды Российской Федерации. Сначала среди молодежи он работал. Олег Мельников. Ну и давайте посмотрим повторы ярких эпизодов минувшего раунда. То есть Олег Меньшиков, простите, Мельников я сказал. Ну, ожидаемо, да, Василий Веткин ищет бокса именно в ближней дистанции. Периодически вот вбрасывает свою атаку вперед. Ну а да, Дамир Хикматуллин, в свою очередь, конечно же, предпочитает работать в дистанции. Видели мы в первом раунде, он пару раз, да, на опережение здорово, да, он и сейчас прямым ударом действовал. тоже бросает правую руку, попадает. Ну вот, конечно, боксер двукратный чемпион, да,
Веткина, это Самарская область. Титулованный боксер, мастер спорта международного класса. Вот. Вот хорошо встретил, да? Справа Хикматуллин. Развития так не видно со стороны Веткина. Хорошо попал, но остановился что-то. Это в боксе сейчас было время, когда развивали тотальный бокс, так называемый. Все время идти вперед, двойные, тройные волнами. Ложные атаки там, потом вторая волна атаки идет. Ну сейчас опять от этого отошли. Ну, боксирует кто как хочет, кому как выгодней. Вот. Видим, что Василий Веткин старается прижать своего соперника канатом и работать в ближней дистанции. Но он останавливает. Ты видишь, один ударил и отошел. Тут можно было продолжать. Вот хороший, здорово, хорошо контратакует здорово Василий Дамир Хикматуллин. Вот, внимательно ждет, поджидает. Здорово уходит с линии атаки и тут же достает. Ответный удар наносит. Вот сейчас судьи все эти подсчитывают. Разнообразие техники тоже учитывают. Ну, в основном удары считают судьи. Беспрепятственно дошедшие удары до цели. Весовая категория 56. Значит, 57 было раньше. 54, ну где-то между ними. Раньше весовые категории другие были. В этих весовых категориях нашей республики хорошо представляли Василий Васильевич Васильев, один из первых мастеров спорта. Он 54 килограмма стал мастером спорта. В то время мастеров спорта было очень, ну там редко выполняли. Также Афанасий Паскащин, вчера тоже говорил, в весовой категории. Ну, Дмитрий Иванов, ветеран бокса, очень техничный, грамотный боксер. Сейчас ветеран бокса, они все сейчас пришли и, вспоминая свою юность, болеют за наших и смотрят, восхищаются техникой, тактикой мастеров высокого класса. Боксом занимается 16 лет. Мастер спорта международного класса. Счет боям не ведет. Является чемпионом России 2013-2015 годов. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Юрия Коросова. Ну, у нас сценарий поединка во втором отрезке особо не изменился, да. Хикматуллин продолжает действовать с дистанции. На встречных строит поединок. Четко попадает, опережает и контратакует. Он хлестко бьет, ну, а Веткин все время наращивает свое наступление. Сериями ударов добивается очков. Вот видите, как опять тоже продолжает. Попадает Хикматуллин. Очень активно начинают заключительный раунд боксеры. Да, желание победить, конечно, выйти в следующую стадию чемпионата. Каждому нужно. Вот. Попаданий больше, мне кажется, это красный угол, но как-то в третьем раунде. Василию Веткину не удается, да, совсем уж прижать, ну, сильно прижать, да, своего соперника канатом. Но он тоже попадает на реже, чем в предыдущих раундах. Его кровь из носа пошла. Звучит команда брейк. Да, они отошли, шаг. Оба одновременно шаг назад делают.
В третьем раунде мы видим, что Дамир Хикматуллин, да, сам тоже идет вперед. Да, нормально. Ну, бой равный. Ну, определять будет трудно их. Также судьям. Он так хлестко, как в первом раунде, не бьет уже Хикматуллин, но попадает. Ну, совсем уж в открытую рубку заходить, конечно, тоже не очень будет, да, для Дамира Хикматуллина. Видно, что Василий Веткин в этом компоненте чувствует себя увереннее. Да, вот в ближнем бою у него хорошо получается, ну, плотной работе. Бьющий такой, да? Ближней и средней дистанции у него. Но, тем не менее, Хикматуллин Хикматуллин обозначает надо то, в что он центр тоже ринга, атакует. надо в сторону центра ринга двигаться надо. Но ему невыгодно стоять возле канатов. Вот, хорошо, Хорошая молодец. серия. Серии попадает, главное. Ага, вот сейчас концовку ему надо делать. Так, то начало раунда он что-то мало попадал. Помимо самих точных попаданий в хорошо. боксе учитывается еще и активность боксера. Я думаю, именно с этим связано то, что Хикматуллин в третьем раунде не просто ждет и работает Да, на дистанции, а сам идет вперед тоже. Серийно тоже работает. Ну, конечно, активно будешь работать, будешь попадать больше. Завершается поединок, и сейчас мы узнаем победителя. Вот Олег Меньшиков стоит. Молодежную сборную возглавлял, с тем сборной стал, подготовил хороших боксеров, олимпийского чемпиона подготовил. В этом бою победу одержал боксер синего угла. И Веткин, победителем объявляется Василий Веткин, представитель Самарской области. Но очень хорошо боксировал Дамир Уважаемые Хикматуллин. любители бокса, на наших соревнованиях Бой равный. присутствует Да, очень такой ровный поединок, заслуженный по итогам тренер которого России вот Кравцов более Викторович. Поприветствуем его. более в агрессивном стиле выступающий, да, Василий Веткин был признан победителем. Все время шел вперед на протяжении всех 3 раундов. Он Да, искал активных действий. и вот в концовке всегда вот попадает. После приближения, прежде чем отойти, он все равно попадает. Судьи это все учитывают. Вот опять попал. Максим Кузнецов, Кировская область. Ну и сейчас нас ждет не менее интересный поединок. Это все тот же ринг А. Весовая категория до 56 килограммов. На ваших телеэкранах в красном углу ринга Эдуард Абзалимов, представитель Челябинской области. Он у нас является заслуженным мастером спорта. А вот его соперник Максим Кузнецов из Кировская область. Да, из Кировской области. А вот что касается Кузнецова, да, он у нас является кандидатом в мастера спорта, спортсмен 99-го года рождения. Ну Будет ничего, противостоять, да, заслуженному. Ага. Все может быть. Эдуард Абзалимов является, как мы уже сказали, заслуженным мастером спорта. Он 84-го года рождения, один из таких самых опытных, да, участников нашего турнира. Он является призером чемпионатов России 16-17 годов, победитель чемпионата Министерства внутренних дел России этого года. Хорошо работает. Удары доходит до цели. Вот. Очень хорошая школа. Ну, совершенство. Сразу видно, да? Ага, совершенство, дошедшее до совершенства техника и тактика вот этого спортсмена, конечно. Он заслуженный мастер спорта. Вот.
Передняя рука в очередной раз, да, достигает цели. Да. Ну и правая тоже всегда наготове. Мы видим то, что чередует Абзалимов. Вот Абзалимов дистанции. Ну, хорошо, он прекрасно защищается. И очень правильный удар наносит. Без запинки техники. Прямые удары вообще отточенные. Ну. Ну что ж, чуть больше 40 секунд остается. Мы видим, Абзалимов очень грамотно действует, выжидает своего соперника и на встречных вот. Он как работает, как это самое, в учебниках пишут технику, тактику боя. Вот, как и эталон, правильно. Но обычно так редко бывает. Виден опыт О, спортсмена. да. Ну и постановка техники, тактики, школа очень хорошая. Ряд очень плотных ударов проходит. Вот, видите как. Все, конец раунда. Ну что ж, Эдуард Абзалимов очень уверенно и грамотно, да, как мы отметили, проводит этот раунд. В этом раунде. Берет этот раунд, это безусловно. И будет очень интересно посмотреть, что же Максим Кузнецов предложит в следующем раунде. На ринге провел 300 боев, в 260 поединках одержал победу. Является призером чемпионатов России 2016. Секунданты Эдуарда Абзалимова подсказывают то, что надо просто чаще использовать прямой удар. И Шамсуддинова первый тренер Валерий Проскуряков. Ну, передняя рука, как мы Да, видели, ну, хорошо работала. картина не меняется. Он очень спокойно держится, спокойно. Это повтор, простите, сам. Второй Он раунд хорошо, начинается сразу уже с ударов. более решительно начал, агрессивно. Ага, вот. Ну, Максиму Кузнецову остается идти только вперед. Другого выхода у него нету. Ну, он тоже как нормально держится. По корпусу и по голове здорово пробил Да, ну, Абзалимов. Ага. Вот уже, конечно. О, хорошо. Бьет снизу. Ох, раунд там они присматривали друг к другу. Сейчас уже начинают биться. О, хорошо. Сейчас. Вот. Ну, сейчас хорошо начал тоже работать серьезнее. Жестко бить. Угу. Продолжает в своем стиле работать Эдуард Абзалимов. Очень уверенно чувствует себя. Работает и по корпусу, и по голове. У него вообще хорошо получается, поскольку это соперник тоже удобный соперник. И опасных этих движений не делает. Запрещенные такие правилами движения. Вот. Поэтому у Абзалимова удары хорошо получаются. Все приемы, все серии. Подготавливаешься движения. Вот, ну. Молодец. Синий угол. Да, стоит отдать должное ага. Максиму Кузнецову. Максим Кузнецов работает активно. Ну вот надо поактивнее. Ну, вообще-то всякому боксеру можно найти ключ
тактику изменить. Так не получается, значит по-другому. Ну, в этом плане секунданты должны хорошо подсказывать, давать установки. Вот. Хорошая серия Эдуарда. Последние секунды второго раунда. Ну да. Ринг А в синем углу ринга. Завершается раунд точными действиями Эдуарда Абзалимова. Но сейчас мы видим Максима Кузнецова. Боксер 99-го года рождения. Боксом занимается 8 лет. Кузнецов Максим. Кандидат Да. в мастера спорта. Представляет спортивное общество «Динамо». На ринге провел 57 поединков, 45 одержал победу. Является победителем ряда всероссийских турниров класса А. Да ничего не делайте, я тебе Чемпион сказал центрального вправо совета уходи. А ты «Динамо» вправо не Сыктывкаре. уходишь. Крутить начинаешь и нормально. Ну, слышали мы, Да. что Эдуарду Хорошо Абзалимову подсказано. подсказывает то, что не уходит он вправо, хотя секунданты ему говорили об этом. И также советуют Эдуарду подключать удар снизу именно в моменты, когда вот Максим Кузнецов идет на сближение. Ну, преимущественно, да, Нет, нормально, ну, прямые нормально, боковые пока использует он Эдуард. Нормально работает. Что он имеет в виду право уходить? Вроде это самое. Ну, тренеру виднее, конечно. Итак, третий раунд. Вперед, конечно, идет Кузнецов. Посмотрим, как будет О, выполнять. Право он хорошо бьет. Он хорошо бьет справа, синий угол, да? Поэтому он говорит, уже ему надо двигаться в эту сторону, в правую сторону от себя, чтобы не попадаться под правую руку. Хорошо. Право он как-то неудобно бьет, полубоковой, полупрямой идет, и снизу, и сбоку он попадает. Поэтому- Ага. Вот хорошо. Хорошо получилось у него. В клинче работают спортсмены. О, снизу попал. Справа. Вот ближний бой демонстрирует в третьем раунде. Оба спортсмена хорошо работают. Плотно, да, Вот тут боксируют? надо перебивать. Вот так добавлять бы. Справа, допустим, повторные удары. Вот повторный бить надо. Настоящая рубка у нас идет. Да, ну хорошо. Грамотно дерутся. Ближний бой это хорошо, ребята. И дальнюю дистанцию показывали. Грамотно работают сейчас. И ближний бой. Оба хорошо работают. О. Мгм. Очень активно проводят третий раунд боксеры. И чуть больше 30 секунд остается боксировать в этом поединке. Мы видим, Ну, как третий раунд вообще-то очень равно идет. Если посчитать по попаданиям, оба попадают по очереди как бы. Ага. 20 секунд остается. Подсказывает. Ох, хорошо. Ну нет, точно не попадает. Вот попал хорошо. Вот так. еще хорошо раз попал. правый Ну, боковой ага. сильный проходит. Это хорошо. Он уже чувствует, что концовка идет. И вроде третий раунд. И Ну, все, всё. поединок закончен. Спортсмены Молодцы. благодарят Да. друг друга. А мы, в свою очередь, благодарны им за такой яркий За поединок. красивый бой, да, яркий поединок.
Ну и сейчас мы узнаем победителя, имя победителя. Эдуард Абзалимов из Челябинской области или же Максим Кузнецов. Победу присуждают Эдуарду Абзалимову из Челябинской области, заслуженному мастеру спорта России. Ну да, очень в первом раунде серьезное преимущество у него было. Потом, конечно же, Максим Кузнецов здорово включился. Ну а третий раунд вообще, да, подарили нам настоящую Да, рубку ближний ближней бой, дистанции. технику ближнего боя здорово показали. Вот мастер-класс другим боксерам. Потому что чемпионат России здесь выступает лучше. Ну, молодым ребятам надо учиться, как правильно, грамотно построить поединок. В синем углу ринга Овик Оганесян, Московская область, Хабаровский край. Весовая категория до 56 килограммов. Ну, видим повторы прошедшего поединка. Действительно очень красивый бокс нам продемонстрировал Эдуард Абзалимов. Ну а мы идем дальше. Это уже 12-й поединок по счету на ринге А. Весовая категория до 56 килограммов. 1/8 финала чемпионата России по боксу. В красном углу ринга у нас Сергей Ярулин, представитель Иркутской области. Он является мастером спорта, 98-го года рождения спортсмен. Его соперник в синем углу Овик Оганесян. Представляет он Московскую область и Хабаровский край. Он является мастером спорта международного класса. Еще один мастеровитый, опытный спортсмен. Надеемся, что они подарят нам не менее яркий поединок, чем предыдущий. Да, будем надеяться. Вот, настраивается. Пользуясь заминкой, хотел бы напомнить нашим телезрителям, то, что у нас идет третий соревновательный день чемпионата России по боксу. У нас, ну, так скажем, предварительный этап, да, будет идти до 17 числа октября, то есть также утренняя программа плюс вечерняя программа. 18 мы один день отдохнем, спортсмены тоже в эти дни отдохнут. И 19 числа полуфинал, 20 финалы. Дорогие друзья, с большим вниманием продолжаем следить за ходом третьего дня чемпионата. Сергей Ярулин. Является он участником чемпионата России прошлого года, который прошел в Грозном. И является призером четвертого этапа Спартакиады России нынешнего года. Его соперник в синей форме Овик Оганесян. Как мы уже сказали, он является мастером спорта международного класса. Представляет он Московскую область и Хабаровский край. Призером чемпионата он стал, чемпионата России стал в прошлом году, также в Грозном. Ну и является участником и победителем различных всероссийских стартов. Ну, конечно, международный мастер спорта международного класса, чемпион Российской Федерации прошлого года. Но в предыдущих боях он показал себя очень таким сильным боксером. Красиво боксировал, ну и одерживал победы. Вот. Его соперник Сергей Ярулин на этом бою держится так неплохо. Вот. Так, Хорошо Овик Оганесян является боксером левшой. Его соперник также в этой стойке работает правосторонний. Им обоим как-то непривычно, наверное, да? В основном они, когда работают с левшой, левша с левшой, бывает, конечно, труднее, говорят ребята. Овик Оганесян занял центр ринга и не просто ждет, да, вот атак соперника, но и сам тоже идет вперед. Так, рассечение, кажется, или
Да, врач Ага, там прям поднимается. кровь видно было. Видно. Левая бровь, да? Ага, когда боксировали в шлемах защитных, рассечений было меньше, конечно, сейчас, как и раньше, без шлема сейчас боксируют взрослые боксеры. Ну ничего, врач разрешил, можно продолжать. Так, чемпион России показывает неплохую подготовку, морально-волевую и технико-физическую подготовку. Ну, физическую подготовку, технико-тактическую тоже. Вот. Завершается раунд. И сейчас у тренеров, у секундантов будет возможность как-то повлиять на ход этой встречи. Боксом занимается 10 лет. Мастер спорта России. Нормально все видишь, передний. Счет боям не четко ведет. останавливаешь. Является двукратным Передней рукой вообще финалистом чемпионата Сибирского федерального прям округа. четко О, рассечение. Участник чемпионата России прошлого года. Ух ты. Призер Спартакиады клей. России 2018 Заклеивает. года. Тренируется под руководством Романа Стрельникова и Все хорошо, Ивана Сафонова. все передний, просто тыкай, только не передерживай, все, видишь, повтори, посмелее, понимаешь? Вот хорошо стоишь. Сергею Ярулину, представителю Иркутской области, секунданты советуют посмелее действовать. Говорят, что все в принципе хорошо. Ну, видели мы, да, вот Да, в крупном ага. плане рассечение это очень Сейчас неприятное. Неприятное рассечение может. Ну, главное, кровь остановилась. Сейчас может он довести бой до конца даже. Но все равно опасно. Все равно попасть можно. Посмотрим, как же будут развиваться события во втором раунде. Да. Сергей Ярулин продолжает искать пути. Да? Иркутской области боксеры раньше были вообще сильные боксеры, много было, когда чемпионаты Советского Союза проводились. И ну, последние годы там на Олимпийских играх участвовали Альберт Пакеев и другие. Там Альберт Пакеев стал призером Олимпийских игр. Ну, там сибирская школа бокса. Ну, в основном наши первые специалисты бокса воспитывались в Иркутской области. Окончил физкультурный техникум в Иркутске. Наш первый специалист бокса Александр Шагеев, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия и заслуженный учитель республики. Оттуда вышли первые наши мастера Юрий Федоров, Василий Васильев. Ну, там в Иркутске школа бокса передалась в нашу республику. У нас минута остается во втором раунде этого поединка. Сергей Ярулин, мы видим, продолжает, да, вот активно идти вперед, пытаться найти свою возможность для проведения хорошего удара или же серии. Ну, он держится неплохо. Вот, Чемпионом проходит. России, да, прошлогодним чемпионом России. Он боксирует. Овик является призером прошлогоднего чемпионата России, не победителем. Не победитель, Да. мне послышалось, что он прошлогодний международник-то. Все же стать призером чемпионата России тоже Ну, конечно. хорошее Ну, достижение. и выполнить мастер международного класса. Это
На последних минутах мы видим, Сергей Ярулин чаще стал попадать. Да, он быстрый намного, быстрее своего соперника. В синем углу ринга готовится к продолжению боя. Неплохой такой раунд провел Сергей. Московская область, Хабаровский край. Боксер 92-го года рождения, боксом занимается 12 лет. Мастер спорта международного класса. Представляет Вооруженные силы. Счет боям не ведет. Является призером чемпионата России 2017 года. Чемпион международного турнира Короткова. Тренируется под руководством Магомеда Касаева, Сергея Смирнова и Мартынова. Первый тренер. Ну, в углу Овика Оганесяна ситуация спокойная. Овику говорят, продолжай, все нормально. Ну, а Сергей Ярулин, его секунданты Вот, попадает. говорят, продолжать надо. Потому что прерывистые атаки у Сергея. Посмотрим, что будет в третьем раунде. Вот и начинается третий раунд. Я приношу свои изменения. Так. Я послышал, что он чемпион России, ну, призер и мастер спорта международного класса. Значит, он победил в нескольких международных соревнований, за которые присваивается категории, значит, А. Он присваивается звание мастера спорта международного класса. Ну и плюс призер Российской Федерации. Сейчас мастеров спорта международного класса без занятия призового места в чемпионате России не присваивается. Да и раньше так. Вот хорошо. Молодец. Сергей Ярулин. Сергей намного быстрее своего соперника, но за счет легких ударов он может побольше попаданий сделать. Хорошая серия в исполнении Овика. По корпусу нормально так вложился Овик Оганесян. Чуть больше минуты остается боксировать в этом поединке. Вперед идет Сергей Ярулин. Клинчуют боксеры. Прямой. Также первый раунд преимущество было на стороне боксера синего угла Овика Оганесяна. Ну, последующие раунды более перестроился. Быстрые удары, попаданий много, тоже немало. Ну, бой идет в равном ключе. На каждый удар силу вкладывает Овик Оганесян. Меньше 30 секунд остается. Вот концовку надо делать. Ну и последнее мгновение этого поединка. Все, бой закончен. Сейчас мы узнаем победителя этой пары. И после чего мы перейдем на ринг Б, где у нас идут состязания весовой категории до 81 килограмма. На тяжи, так скажем, посмотрим. Да, ну сейчас Овик Оганесян, мастер спорта международного класса из представляющий Московскую область и Хабаровский край, в этом поединке объявлен победителем. Поздравляем Овика, действительно очень хороший поединок провел Оганесян.
очень хорошую технико-тактическую подготовку продемонстрировал. Ну и в физическом плане тоже видели, как он вкладывается в каждый удар, да. Хлесткие мощные удары у боксера в синей форме. У нас сейчас есть возможность как раз наблюдать за его действиями в третьем раунде. Ну а Сергей Ярулин из Иркутской области завершает свое выступление на этом чемпионате. Хотелось бы напомнить, что у нас уже идет стадия 1/8 финала турнира. И сейчас обращаем на ринг Б. Да, тут у нас, если я не ошибаюсь, да, завершился поединок между Андреем... Нет, извиняюсь, это Сергей Разницын из Свердловской области. Вот он на ваших телеэкранах. И Георгий Кушиташвили, представляющий Московскую область и Бурятию. Это у нас весовая категория уже до 81 килограмма. Сейчас мы узнаем имя победителя. В этом бою. Победу одержал боксер синего угла Георгий. Победителем объявлен Георгий Кушиташвили, представляющий Московскую область и Бурятию. Сергей Разницын таким образом завершает выступление. Ну а Георгий Кушиташвили принимает поздравления и уже может начинать подготовку к четвертьфинальным поединкам нашего чемпионата. В скором времени на этот ринг выйдет следующая пара этой весовой категории веса до 81 килограмма. Мы ждем появления Андрея Малаканова из Ульяновской области, который будет противостоять Имаму Хатаеву, представляющий Чечню. Боксер уже на ринге. И после того, как диктор на арене представит спортсменов болельщикам, этот поединок начнется. Сегодня у нас идут состязания в 4 весовых категориях. Веса до 49 и 52 уже завершились. И сейчас вот у нас в утренней программе остаются поединки весовой категории до 56 и 81. В весе до 56 мы посмотрели пару поединков. И сейчас фокусируем внимание на более тяжелом весе до 81 килограмма. Итак, Малаканов Андрей, Ульяновская область, и Имам Хатаев, Чечня. Боксер в красной форме. Малаканов Андрей, Ульяновская область. В синем углу Имам Хатаев, Чеченская республика. Ну, как видите, высокого роста спортсмен Ульяновской области Андрей Малаканов. И, естественно, он будет работать с дальней дистанции и подпускать. Боксеру Хатаеву Имам, он активными действиями начинает активно бой, серией ударов, старается приблизиться к сопернику и нанести решительный удар. Вот сейчас хорошо ударил серию ударов из 2-3 ударов. Вот он сейчас прикрылся и прижимает канатом своего соперника. Да, действительно, Андрей Малаканов, ну, скорее всего, да, будет действовать на дистанции. Он у нас является мастером спорта России, 1990 года рождения, родом из Ульяновска. Является он чемпионом Кубка России этого года, также доходил до финала чемпионата Приволжского федерального округа. Его соперник Имам Хатаев, представляющий Чечню. Вот мы видим тут нокдаун. О, тяжелое попадание. Ага. Точно попал. Ну, сейчас, видимо. Малаканов готов продолжить поединок. Он не спешит. Он победитель Кубка мира упал, так сказать, да? Кубка России. Ну Кубка России, да. Автор этого нокдауна, который вот продолжает активно работать, Имам Хатаев, мастер спорта международного класса. Ну сразу. Вот видим, да,
все-таки человек очень мастеровитый. Он 94-го года рождения, двукратный финалист чемпионата России Российской Федерации, да. 15-17 годов. Старается он сейчас всеми силами укрепить У него преимущество. хорошо поставлены удары с обеих рук. Еще одно попадание какое вот, ну, сейчас тяжелое. остановит 3 нокдауна в одном раунде. Третий нокдаун же это. Ну, несколько растерянный взгляд, но... Мгм. Да, все. Мгм. Остановили поединок. Имам Хатаев побеждает техническим нокаутом. Имам Хатаев, еще раз повторю, мастер спорта международного класса, двукратный финалист чемпионатов России 2015 и 2017 годов. Также метит, да, видимо, и в этом году на финал, и, может быть, даже на долгожданную золотую медаль. В этом бою Объявляется победитель Имам Хатаев, представитель Чечни. Добивается очень уверенной и красивой победы. Ну, вполне логично, да, то, что в этом весе мы можем увидеть вот нокдауны и нокауты. Тут все участники весят очень много, и, соответственно, удары тут тяжелее. Может быть, да, скорости пониже, но тяжесть ударов тут, конечно. За счет веса спортсменов, Судья тяжесть международной ударов, категории ну как закон физики, Денис скорость Кулин, город умноженная на Севастополь. вес. А что это, если На ринг приглашается тяжеловесы бьют медленно, боксеры но за счет своего веса, а Артем Соболев, Никита маленькие Зонин, весовые категории быстро бьют, Илья- за счет этого они Ильяс на Мутаев. скорости, у них тоже удар бывает сильный. Видим, как работает Имам Хатаев. В первом случае он хороший То, что левый, ударил. короткий, боковой провел. Ну и вот уже концовка поединка. Имам Хатаев выходит в четвертьфинал, а мы ждем следующую пару этой весовой категории. Никита Зонь. Имели мы возможность, да, в предыдущих днях наблюдать за его выступлением. Вот первым появился на ринге представитель Дагестана Ильяс Мутаев. И его соперником будет Никита Зонь из Красноярского края. Республика Дагестан. Ну и, пользуясь заминкой, давайте расскажем нашим телезрителям об Ильясе Мутаеве. Является он мастером спорта, родом из Каспийска, 97-го года рождения. Является победителем Кубка губернатора. К сожалению, не указано, какого субъекта, какого региона. Ну и также финалист... в этом году он победил на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа. Его соперник Никита Зонь, также мастер спорта из Красноярска, 93-го года рождения. Занимал он второе место на Кубке России. Это было в этом году. Ну и других достижений пока что нет у боксера. Ну что ж, первый раунд. Ну, как видите, в красной форме вышел боксер из Красноярска Никита Зонь. В синий Ильяс Мутаев, Дагестан, победитель Северо-Кавказного федерального округа. Ну, сильная территория там, сильные боксеры в Северо-Кавказском федеральном округе. Ну, Никита Зонь, Красноярский край, тоже Сибирский федеральный округ, тоже собирает очень сильных боксеров. Ну и по всей видимости, да, мы в этом поединке станем свидетелями, ну тоже, да, такого противостояния, когда более рослый боксер работает на дистанции. Ну а вот... Да, ну конечно такое наверное, будет, но ну, сейчас может бой розненько, может по-другому будут боксировать. Они тоже равного класса, мне кажется, боксеры, мастера спорта. Ну, на дистанцию будет работать Никита Зонь.
Левша. Да, рослый боксер, видим, готовит он удар, да, встречный. Вот хороший Вот левый попал, боковой да, прошел. да. Передней рукой тоже На атакует. передней держать надо ему. Передняя и слева жестко встречать. Сериями работают оба боксера. Ну и как Мутаев идет на сближение в зоне. Но он не Клинчует. старается работать, а рука опускает и стоит как клинч. Вот не бьет совсем. Передний надо держать, мне кажется, ему. Но он руки опускает. Ну, Поэтому, ага. кажется, да, вот в зоне больше встречает левой рукой, да, нежели вот Да, левой передней рукой. Держал на передней и слева обычно бьют. Правый боковой доходит в исполнении Мутаева. — 10 секунд. Последние 10 секунд первого раунда. Попал слева сбоку боксер синего угла. Ильяс. Завершается первый раунд. Что мы можем сказать? Достаточно Да, ровный, да, ровный поединок. поединок. Может быть небольшое преимущество у Никиты в зоне. Да, Самое да. такое Как небольшое, раз да? он Представляет общество «Динамо». На ринге провел 230 боев, 200 из них одержал победу. Он является финалистом России 2018 года. Тренируется под руководством Ну, к сожалению, не тренеров удалось мне Рената расслышать, что Шудинова. подсказывают, да, вот секунданты. Но я более чем уверен, что во втором раунде картина особо не изменится. Никита в зоне продолжит работать на дистанции, ему так удобнее, это будет ему правильно. Синего навязывает ему и Ильяс Мутаев ближний бой. Он принимает это. Моменты были. Вот это в конце по записям Второй раунд. этого замедленного этого. Итак, второй раунд поединка между Никитой Зони и Ильясом Мутаевым. Смотрим. Мутаев ему ищет вход в ближнюю дистанцию. Но Никита Зонь держит на расстоянии. Но вот видите, опять пошла обоюдная так самое. Обменялись, Обмен такими ударами. сильными ударами по корпусу. Не раз мы отмечали в ходе наших прямых трансляций то, что работа по корпусу тоже очень эффективна в боксе, конечно же. Это и наносит определенный урон, и, конечно же, играет на выносливости, да, Конечно, соперника. удар все время точно, сильный удар в области печени, солнечное сплетение наносить боксеру, конечно, будет тяжело. Ну и видели мы в предыдущих соревновательных днях, когда боксеры более низкого роста не могут достать, да, до головы. Если вот у соперника хорошая защита, то, например, принимаются попытки хорошенько несколько раз пробить по корпусу и уже потом уже чередовать, и голова открывается, и атаковать уже голову. Тут ему навязывает свою манеру боксер синего угла. Ильяс Мутаев Мутаев. Ильяс, да. А этот принимает, ну, ему можно было двигаться, держать дистанции, дальней дистанции, передней рукой останавливать. Ну, вот видите, стоит и принимает. Вот что не очень хорошо у него получается. Вот. Бой, второй раунд менее интересен, чем первый. Вот так передняя рука, да, вот заработала. Вот так работать надо ему. Передняя и на дистанцию ходить. Теперь опять начинает.
30 секунд остается во втором раунде, и мы видим, да, то, что вот Мутаев раз за разом налетает, и завершается все это клинчем. Вот хорошая серия в исполнении Зонь. Никита с дистанции работает. У него вообще плохо получается в ближнем бою. Вот видите как. Не складывается чего. Завершается раунд, и сейчас Продолжение боя готовится Ильяс Мутаев. секунданты будут Республика Дагестан. вносить коррективы в ход этого поединка. Боксер 97-го года рождения. Боксом занимается 8 лет, мастер спорта России. На ринге провел 54 боя, 46 из них одержал победу. Он является победителем Не надо много бить ударов. финалистом Раз-два, повторные атаки, повторные. победителем Северокавказского федерального округа 2018 года. Тренируется под руководством тренера Алипова. Ну а Повтор. Никите Зонь секунданты говорят о том, что не надо много ударов, нужно вот короткими сериями, парными, да, такими ударами, повторные, вот, да, дословно процитирую, нужно атаковать повторными действиями. Раз-два и раз-два. Ну и Ильяс Мутаев, безусловно, сейчас, конечно же, будет также идти вперед. Вот он ему посоветовал много не бить, дистанции, одиночные удары, меньше ударов наносить, зато точные. Вот правильно ему посоветовали. А то он стоит, тут вяжется, опять сейчас будет это. О, видите, ничего не получается. Правильно? Как считаете? Ну да, со второго раунда очень много клинча мы видим. Вот, Мутаев опять несется вперед. Ага. Вот, ему надо с дистанции мало бить, маневрировать, и останавливать. Он это не делает. Да, действительно, не хочет Никита Зонь принимать, да, встречные вот удары. Да, встречные удары и отходить. Вот снова клинч. И что касается Ильяса Мутаева, да, очень активно он, конечно, идет Вот вперед. предупреждение мы объявили, задержание. Он его держит, когда он устал. У него ничего не получается. Ну, Ильяс Мутаев очень много вот несется вперед, да. Ладно, только Илья- хотел сказать, то, да, что да, мало да. попадает, но сразу же Илья прямой прошел. Ильи в лучшую сторону начинает пошел по бою, лучше стал получаться. И его запросто вот заходит короткими ударами. Серии наносит и боковые удары. А вот опять какие-то зоны, мне кажется, правильно так принимает. Несмотря на подсказки своих тренеров. Близится к завершению этот поединок. И если мы говорили, да, о том, что может быть маленькое преимущество по итогам первого раунда было у Никиты Зонь. Да, Ну, не сказать, что второй и третий раунд мне кажется, попаданий больше у Ильяса, Ильяса Мутаева, нежели чем у. ну и плюс к этому Ильяс намного активнее. Он всегда Да, ну, атакует, то хорошо всегда он. получается, да. Трудный поединок получился. Все, завершился поединок. И сейчас очень интересно будет узнать, как же, Кому же дадут Да. победу? что решат судьи.
Итак, решение судей. Рейтинг Б. В этом бою победу одержал боксер красного угла Никита Зонин. Да, Мне кажется, даже сам удивился, да, Никита Да. Зонь. Такая вот реакция была. Ну, Никита Зонь все-таки становится победителем этого поединка. Очень, да, интересно, конечно. Никита Зонь побеждает Восьмой. и 15 боя в весовой одну категории до четвертую. 81 килограмма. А, в одну Судья четвертую. международной категории Руслан Да, вот четвертьфинал. Арслан Да, Алиев. очень интересно, да, то, что Город не Буйнай. обозначал он дистанцию, не контролировал, да, то есть имеется в виду Буйнай. дистанцию передней рукой, Буйнай. несколько иным путем. Предупреждение получил за захваты. Да, и даже с этим предупреждением Победы. Ну, Победу судьи одержал. решают там. Мнение боковых судей Представляем боксеру к обжалованию не подлежит. в красном углу Гамзат Явных Залиев. ошибок нет. Ну, в вообще синем ошибки, углу если нет. Тимур Ну что ж, Гамзатов. поздравляем еще раз представителя Красноярского края. И у нас предпоследняя встреча утренней программы нашей сегодняшней. У нас сейчас выйдут боксировать в красном углу Гамзат Газалиев, Московская область, и его соперник в синей форме Тимур Гамзатов, Тульская область. Это по-прежнему весовая категория до 81 килограмма. Газалиев Гамзат красного угла. Тимур Гамзатов в синей форме. Ну, опять-таки, боксеры, видимо, друг друга хорошо знают. Московская и Тульская область. Они почти соседи. Вот. Гамзат Газалиев, мастер спорта из Московской области, если быть точнее, из Одинцова. 89-го года рождения. В этом году он одержал победу в чемпионате Московской области, а также стал лучшим в турнире вооруженных сил также этого года. Его соперник Тимур Гамзатов также является мастером спорта. Родом он из Тулы, 96-го года рождения. Помоложе будет своего соперника. Ну и в графе достижения в анкете у него ничего не записано. Ничего. Чемпион вооруженки, значит, синий угол. Мастер спорта. Победитель Московской области, да? Да, все верно. Ага, ну вот. Гамзат занимает Тимур. центр ринга. Ага. Хороший боковой. Выбросил Газалиев. Тимур маневрирует. Вторым номером пристроился. Вновь боковой. По затылку, видимо, пришелся. Да, сразу клинчи сближаются. Дистанции. Вот, хорошо. Этот более изобретательный, мне кажется. Синий угол. Вот пошел туда. Активным действием красного угла боксер Газалиев. Боковой, правый боковой в исполнении Гамзата не достиг своей цели. Концовка раунда. Гамзатов сигнализирует о том, что удар был по затылку. Но у нас тут борьба начинается под конец, да, первого раунда. Судьи как бы подсказывают судье, да? Что, мол, неправильно бьет. Рейтинг Б. В красном углу в продолжении боя готовится Гамзат Газалиев. Московская область, город Одинцово. Боксер 89-го года рождения. Боксом занимается 15 лет. Мастер спорта России. На ринге провел Немногословные 65 боев. секунданты Весе 27 после первого одержал раунда. победу.
может быть, обе стороны устраивает, как боксеры ведут Ну поединок. вот, хорошо вот закручивал, вроде бы так, Гамзатов Тимур. Но определенно таких не показал ничего действий. Ну, Тимур Гамзатов по ходу первого раунда показал то, что он хорошо в движении, да, Да, в работает. движении хорошо, он маневрирует вроде это. А Газалиев Гамзат, он идет на сближение, обостряет ситуацию, хочет добиться сильными ударами превосходства. Гамзатов вот маневрирует, ищет контратакующие действия, обыгрывать хочет, но не пока так, ничего не показывает хороших этих действий. Так, равного класса спортсмены. Вот. Вот так. Временами так у него так получается. Мы видим, что не только, да, маневрирует Гамзатов, но и передняя рука у него работает. Ну, работает, попадает, ага. Но ему не дает работать. Ну, так и надо. Ему же выгоднее, чтобы кто-то ему ничего не делает. Вот казалось бы, что Гамзат Газалиев прижал своего соперника канатом, но нет, Тимур тут же клинчует. Уже второй раз, да? Да. Отправляет. Тимур возмущается. Конечно. Нет, ну бой неинтересный. Как-то комментировать даже, что говорить в таких боях. Не нравится, да, Тимуру, вот как ведет поединок его соперник уже, который раз уже обращается к судье, вот да, но подсказывает. Как бы подсказывает, да, возмущается же. Кто не смотрит ему. Он меня вот запрещенным приемом говорит. Ну а Гамзат Газалиев, в свою очередь, по-прежнему идет вперед. Да, он свое дело делает. Завершен раунд. Ринг Б. В синем углу к продолжению боя готовится Тимур Гамзатов. Только сейчас ничего не Тульская область, город И не Тула. гуляй там, не танцуй. О, правильно говорит. Чего не соображаешь, снимать будем, говорят. Счет боя не ведет. Тренируется под руководством тренеров Курбана Гамзатова Андрея Зайцева, Василия Анферова. Первый тренер Курбан Гамзатов. Да, ну несколько вот нервная, да, обстановка в углу ринга Гамзата Газалиева. Сам Гамзат очень, как мы видели, очень заряжен, в возбужденном состоянии находится. И, как я понял, вот секундант говорил о том, что меньше движений, меньше танцев, он сказал. И, как я понял, больше бить его просят. Ну что ж, раунд номер 3, заключительный раунд. 2 удара в исполнении Газалиева прошли. Вот, хороший прямой, тоже достиг цели.
Снова клинч. Передняя рука работает у Гамзатова. Вот. Ну вот уже третий раз, да? Ничего не делаешь. Ну, мне показалось, что секундант ему говорил, ну снимать будем, что ли. Нет, 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 говорил. Что он недоволен своим боксером, секундант. Что танцуешь, что делаешь, ничего не делаешь, мол. Но тот возмущен. Я буду драться, говорит. Снимать никак не хочу, это сам. Но это тоже не превосходит его, синий угол. Здорово так не превосходит же ведь. Очень такой какой-то бой. Интересно, вот по попаданиям у нас какая статистика, да, приблизительно. Думаю, исход этого поединка, если все так продолжится, будет решаться именно по активности, да? Судьи считают, ага, по-своему. Остановили время. Да, ну, видимо, заправить надо майку, чтобы линия пояса была хорошо видна. 1,5 минуты осталось, где-то так. О! Более что-то похоже делает. Он опять говорит, меня сюда бьет, говорит. Ну вот, двигается. При могут этому дать синему. Меньше 50 секунд остается боксировать. Прижимает своего соперника к канату и не работает при этом. Завершается этот поединок. И последние секунды. Слышим у секунданта Гамзата Газалиева. Кричит он: не бросайся. Но, во всяком случае, все, поединок завершен. Пусть судьи решают сейчас, кому дать победу. Очень, как сказать, ну решили, наверное, сейчас, ага. Трудно, наверное, решать. В этом бою победу одержал боксер красного угла Гамзат Газалиев. Красному дали. Приглашаются на ринг последняя пара весовой категории. Да, вот до 81 килограмма. все мы прекрасно видели то, что Гамзат с первых мгновений, да, поединка активно все время шел вперед, 16-й держал в напряжении своего соперника, принимал борцовские приемы. Ну, в атаке он был, да, активнее тоже, точно. Комсомольск-на-Амуре. Ну а Тимур Гамзатов из Тульской области Последнюю пару этой старался работать на дистанции, но, видимо, все-таки точнее, активнее, по мнению судей, был Гамзат Газалиев. Это у нас Селягин. да, следующая пара этой весовой категории — Павел Селягин из Новосибирской области, а вот его соперник Магомед Сулейманов из Тюменской области. Это у нас также весовая категория до 81 килограмма. И сейчас давайте посмотрим этот поединок. Павел Селягин, мастер спорта международного класса, 93-го года рождения, родом из Новосибирска. Является он финалистом чемпионата России 2016 года.
Его соперник Магомед Сулейманов, представитель Тюменской области, 95-го года рождения, является кандидатом в мастера спорта. И пока вот каких-то успехов на всероссийской арене у него пока что нет. Так, вот в синей форме Новосибирская область. Силягин Павел. Тоже красной форме, простите. И Магомед Сулейманов, Тюменская область, в синей форме. Ну, разница в классе должна быть, потому что мастер спорта международного класса, а его соперник кандидат в мастера спорта. Ну, пока чего такого определенного действия ничего не принимает. Боксер держит дистанцию. Боксер красного угла из дистанции старается попасть прямыми ударами. Вот тут вот держит. Судья не заметил, хоть спиной находился. Нарушитель правила. Силягин Павел старается дистанции одиночными ударами очки набирать. Магомед Сулейманов старается обострить ситуацию, идет вперед, в ближнем бою начинает атаковать. Ну вот, подкрадываться ему труднее, он выше ростом и двигается, маневрирует. Надо больше двигаться ему надо, но он и атакует время от времени. Вот. Достал одиночными ударами. Хорошо. Вот. Активно корпусом работает Магомед Сулейманов. Вот. Одиночно ему достигает цели. Время от времени вот попался. Левый боковой прошел. Почаще надо бить боковые удары, потому что он не очень хорошо защищается от боковых ударов. Руки опущены. Боксер Тюменской области Магомед Сулейманов надо поактивнее атаковать, инициативу не давать, мне кажется. Кандидат в мастера спорта, второй мастер спорта международного класса. Разница должна быть, но разницы никакой не чувствуется. Город Новосибирск. Ну, по крайней мере, по итогам первого раунда. Боксом занимается Он является финалистом чемпионата России 2016 года. Тренируется под руководством тренера России мастера спорта. Секундант Магомеда Сулейманова говорит, что Магомеду следует быстрее сближаться со своим соперником и больше бить. Вот он сблизился и не бьет. Быстрее надо сближаться, он правильно посоветует. Боксеры тоже не ахти высокого класса, смотрю. Ну и третий раунд. Третий раунд. Нет, раунд 2, конечно же, извиняюсь. Посмотрим, будет ли действительно Магомед Сулейманов еще быстрее сближаться и наносить больше ударов. Вот доставать. Другой вопрос, позволит ли это сделать Павел Силягин. Одиночными, да, вот ударами Силягин обозначает дистанцию. Иногда он атакует по голове, иногда легким ударами он корпусу. достает. Маленько так. Сулейманов что-то меньше бьет ударов, как ему посоветовали секунданты. Быстро приближаться и надо бить. Вот, хорошо сейчас встречает и маневрирует
боксер красного угла. Вот такую тактику он уже начинает свою рисунок боя находить. Вот, правильно. Вот сейчас ему легче будет. Вот так вот само. Дистанция одиночными ударами. Сулейманов старается приблизиться, но все пустую. Он с ударами отходит, в сторону уходит с ударами. И стоя тоже встречает неплохо. Боксер с красного угла. Вот. Ну, тяжело ребятам все-таки. Они, наверное, друг друга неплохо знают. С одного федерального округа. Новосибирский, Тюмень. Сибирский федеральный округ. Вот. 30 секунд остается уже. Вот бить надо. Что-то мало бьет. Удобные моменты надо использовать. Вот хорошо. Угу. Легкими ударами достигает цели его. Прямые удары Щелягина Павла. Завершается раунд. Ринг Б. В синем углу к продолжению боя готовится Магомед Расул Сулейманов, Тюменская область, город Тобольск. Боксер 95-го года. Боксом занимается 7 лет. Кандидат мастера спорта. Представляет спортивное общество Российский студенческий спортивный союз. Счет боя не ведет. Не один раз повторю. Ты заходишь туда в кузов. Тренируется по-другому. Дмитрия Косенко. Первый. Ну что ж, нас впереди ждет третий заключительный раунд этого поединка. Это у нас, напомню, заключительный поединок в весовой категории до 81 килограмма сегодняшнего соревновательного дня. И у нас стартует третий раунд. Поехали. И последний раунд. Секунданты ему советовали, надо атаковать, повторно не останавливаться, идти вперед. Он, говорит, простреливает дистанции с обеих сторон легкими ударами. Вот он так и продолжает все равно, его соперник. Секунданта синего угла ему советовали. Вот так надо бы работать. Волнообразно. Сложных атак надо. Нет, этого он не делает. Ну, мастер спорта международного класса все-таки класса выше. И тактическая подготовка тоже. Он его закручивает, проваливает и одиночными легкими ударами победные баллы зарабатывает. Вот. Хорошо, вот так. Ну вот в этом преимущество только в этом, и он за это сейчас цепляется и продолжает свое победное шествие. Боксер Павел Щелягин, город Новосибирск. В ближнем бою. Ну, опять надо уходить на дистанцию Щелягина, не ввязываться. Вот, вот так. Вот это вот достаточно ему концовку третьего раунда. Такими ударами набирать победные баллы. Ну, хорошо. Ну вот он, боксер синего угла, что-то не думает, он просто бьет и останавливается, стоит на этом. Без удара идет
Меньше 40 секунд остается в до этом конца, поединке. да. Ну, Павел Селягин все-таки этот бой выигрывает. Но прием борьбы хотел использовать, не получилось до конца. Мимо цели летят удары Павла Селягина. Тут Ну, вновь конечно, не все удар попадает, но он попадает. Ну, все, бой закончен. завершился поединок, и сейчас мы узнаем имя победителя этого противостояния. Ну, победителем, мне кажется, стал Павел Селягин. Бесспорно. Тут же на месте разбор полетов был в углу Магомеда Сулейманова. Боксер красного угла Павел Селягин. Да, Новосибирская и область. победителем объявляется Павел На этом Селягин, поединке мастер спорта международного класса, представитель Новосибирской области. В вечерней программе 17:00. Ну и у нас есть возможность увидеть яркие эпизоды этого поединка. И перед тем, как попрощаться, дорогие друзья, хотелось бы напомнить то, что сегодня вечерняя программа, как и в предыдущие дни, начнется в 17:00. Нас ждут очень интересные состязания в других весах. Так что, дорогие друзья, сегодня присоединяйтесь к нам в 17:00. До скорых встреч в эфире.